Здравствуйте, дорогие друзья! В гостях у газеты «Терские ведомости» специалист тибетской медицины и известный поэт Асланбек Пагиев. Аслан, добрый день еще раз. Я очень рада нашей встрече. Я думаю, что все, кто нас будет слушать, тоже будут очень рады нашему общению. Ну, все тебя знают как поэта. Сегодня я надеюсь, что много еще нового о тебе узнают. Поэтому пока расскажи о себе, не касаясь своего творчества. Родился я в Северной Осетии, в Советском Союзе. Во времена, когда люди были добры друг другу, улыбались друг другу, они встречали друг друга как родные братья, сестры, все жили. Странно, сейчас в это трудно поверить, но молодежь не ходила с сигаретами в руках, это было очень стыдно. И вообще мало кто курил действительно в то время. Женщина проходила возле нас, гордо подняв голову, уважение чувствовала. И не тянула ее на плохие подвиги там, потому что она вот настолько мощно уважали женщин в то время. В принципе, о времени я сказал. Учился я во второй средней школе города Лагира. У меня отец работал парторгом, директором Дома культуры, директором кинотеатра «Комсомолец» в Лагире. И мы были насыщены разной такой информацией. Мы смотрели кино, патриотические фильмы в то время очень мощно так ходили по кинотеатрам. А мама работала в школе-интернат в Лагире, около 40 лет проработала. Она была еще и краеведом, то есть у нас была возможность ездить вместе с туристами, которые вот массово приезжали в Лагир, вообще во всю Осетию нашу. И мы ездили по уголкам нашей малой родины, наслаждались видами, узнавали, где, что у нас, где Таланские ворота, где-то еще что-то. И вот это вот стало темой к написанию множества моих произведений. Служил в Монголии, служил в Чите. Я встречался с разными людьми и поражался, что я вот такой разнообразный мир я увидел. В 17-летнем, 18-летнем возрасте я был очень удивлен. Вернулся я уже другим человеком домой. Работал с отцом, мы строили дома нашим соседям, друзьям, родственникам. То есть я учился у него много чему. В принципе, все, что я могу рассказать. Потом была жизнь такая же, как и у всех. Я ездил по России, по Советскому Союзу, бывшему постсоветскому пространству. Изучал по возможности малейшей информации медицинской. Меня очень тревожило вот это все с 6 класса начиная. И я по крупицам, по крохам собирал вот эту медицинскую информацию и везде старался чему-то. Ну, сейчас уже все есть в интернете, в принципе, сейчас как бы не проблема, можно сидеть тем, кому это интересно. Владимир Высоцкий писал о войне так, как может писать человек, который сам через это прошел. Вот в твоих стихах такая же искренность и правда о войне. Откуда такое знание темы? Мой дед за Лина воевал. Он потерял на фронте отца, брата младшего. Он вернулся с войны весь израненный. 7 огнестрельных ранений. У него было 2 контузии, горло и тыльная сторона ладони были перебиты штыком немецким. Человек вернулся из такой мясорубки. Конечно, он не рассказывал таких страшных вещей, но он рассказывал о своих друзьях-однополчанах, о том, как они до войны жили, что с ними произошло, как они потеряли, кто семью, кто потерял дом, кто не хотел жить, и уже вот просто я впитывал это все как губка. У меня очень мощное восприятие эмоционального человека, причем издалека. И это был не только мой дедушка, было очень много людей, которые вернулись с войны, кто-то вернулся без руки, но дожил по-мужски, не ныл, не выл, ой, то болит, ой, это болит. Кто-то без ног вернулся. От кого-то отказались родные, потому что он вернулся калекой, он никому не нужен был. Я даже
знал некоторых из тех, которые партизанили в Вологодских лесах. Я знал человека, который служил полицаем. И его не поймали, потому что по элементарной причине, потому что было доказано, что его специально ставили, чтобы он помогал местному населению, передавал информацию. Но народ об этом не знал. И вот эти вот разные вот информации было очень много, очень много. Мои старые учителя, учительницы, которые рассказывали, они были маленькими. Мой папа, которого мама увела в лес с младшим братом 3-месячным, когда в нашем доме, в доме деда, который воевал на войне, воевал, он был старшим лейтенантом, командиром стрелкового взвода. А в его доме в лагере была немецкая комендатура. То есть я знал очень много. Это было очень интересно. Это и сегодня интересно. Да, я стараюсь приходить к нашим ветеранам, те, которые живы. Дай Бог многих лет здоровья еще. И вот как-то я вот очень мощно это воспринимаю. Это вот трепетное отношение у меня к этому. И поэтому, наверное, как-то как будто сам там бываю. Я когда вхожу в образ, мне кажется, что я сам там действительно, да, везде все взрывается, летят, свистят пули, жужжат там. И небо покрыто вот этой, ну, вот. Близко воспринимаю. Позиция твоя как поэта всеобъемлющая, и твое творчество, в общем-то, многогранно. Вот что больше тебе близко в твоем творчестве? Знаешь, Залина, на самом деле вот как-то вот что-то выделить я просто не в состоянии, потому что, конечно, родители, но в то же время, конечно, те войны, которые дали мне возможность творить сегодня, писать, и в то же время, мои друзья, как-то выделить, разорвать цепь на определенном звене, которая связывает эту цепь, но все-таки вот во главе этой цепи, если уже брать цепь, то родители. Родители, конечно, отношения родителей, детей, вот эта взаимосвязь поколений, внутренний мир старших поколений, младших и связующего звена. Очень, наверное, вот это, да, во главе стоит, скорее всего. У того же Высоцкого есть строка: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». Вот тебе приемлемо такое? Лучше, наверное, сказать я бы точно не смогу. Вот это вот сказано так, что Высоцкий-то говорит о поэтах, не о рифмоплетах, не о графоманах, которые лишь бы написать «Ой, как я красиво пишу». Высоцкий говорил о тех людях, которые всегда на лезвии ножа, действительно, они на кончике, на острие, на самом острие копья, они летят первыми, они упираются первыми, то есть они первыми погибают в этом, в плане своего поведения и ведения народа за собой, и переживания за свой народ, за то, что происходит на планете. Они первыми высказывают все, они первыми получают за это. То есть Высоцкий имел в виду таких людей. Это поэты, и в этом плане я полностью согласен с ним. Которые все пропускают через себя. Да, только так можно быть поэтом. А человек, который пишет красиво, чтобы ему поставили 1 000 000 лайков, вытаскивая из интернета какие-то новые слова, лишь бы было красиво, сам не знает, что это обозначает. Но попадались многие на это, но есть молодые люди, которые только начинают писать. Им эту ошибку можно как бы преподнести, потому что они могут быть действительно талантливыми. Они, может, действительно будут переживать потом за свой народ, за свою страну. Надо им объяснить, чтобы они знали, как правильно писать. Когда они научатся правильно писать, они, конечно, уже осознают, где они находятся, что происходит, тогда они могут стать поэтами, героями своего народа. Полностью согласен с Высоцким, просто вот до буквы. Аслан, твой роман в стихах «Француз»,
шагнул за пределы России и, в общем-то, сделал тебя известным в Европе. Расскажи, как появилась вообще такая идея создания вот такого произведения масштабного? Мой отец очень сильно заболел. Он лежал без ног, и жизнь в нем угасала. Я вот как-то решил его немного отвлечь от плохих мыслей, от мыслей о приближающейся смерти, старости. Я начал писать поэму. Я приходил к нему, читал ему эту поэму, заодно делал, обрабатывал ему раны, перевязывал. Читал ему, чем-то он был доволен, чем-то все время мой папа всегда был такой, все время, то есть он старался подсказать, он сам писал очень сильно, очень мощно писал. А вообще, в принципе, наверное, я научился скорее у него вот этому. Наследственно. Да, наследственно. И мама была очень воспитана, очень организована такая. Она любила читать, она нас приобщала вот к этому всему. Мы сидели, я читал своему папе вот эти вот начало романа, да, сказать? Наброски, да. И он все время говорил, почему ты не делаешь параграфы, как делал Пушкин? Надо сделать вот так, потом вот так, чтобы ты знал, что писать. Я не умею так делать, у меня все в голове. То есть я могу одно выкидывать, другое принимать. И на следующий день я приходил снова и снова. Поэма была написана, это не поэма, это роман в стихах. Роман был дописан, и уже когда я его написал, отец его прочитал полностью и такой довольный, отвалился на подушку и говорит мне: вот роман, это хорошо. А как ты туда теперь воткнешь осетинского князя, он меня спрашивает. Я говорю, папа, какой осетинский князь? Причем здесь князь? Роман совершенно на другую тему. То есть никак вот... А потом я подумал, он же зажегся, он захотел жить, ему стало что-то интереснее, правильно? И я сделал это. Я нашел осетинского князя Сармата где-то глубоко в своем подсознании, вытащил его оттуда, переделал полностью весь роман, то есть у меня 2 романа получилось. Один я показал отцу, он говорит, да, вот это да, теперь да. Но концовку романа он не успел прочитать. А концовку романа, вот то, что я переписал, не успел прочитать, его не стало. Но к его годовщине я постарался, мне помог человек в этом деле, Сергей Кельменович Такоев, дай Бог ему здоровья. И мы выпустили вот эту книгу, и теперь князя Сармата знаю не только я и мой папа. Так получилось. Очень интересная история написания. Аслан, хочу спросить, вот, конечно, наверняка каждому поэту приятно, когда на его стихи пишут песни, а как у тебя с этим? Это всегда очень интересно, и писать просто стихи, и писать тексты для песен, я знаю, что это 2 разные вещи. Я бы сказал, песни есть на самом деле. Их поют на гитаре в Алагире, в центре города, может, 2 часа, мои друзья. Такие песни вот... переложить, то есть ты имела в виду, хотел бы я переложить на музыку свои стихотворения. Вообще я считаю, что песня и стихотворение – это 2 разные вещи. То есть там, где в песне позволительно где-то нарушить рифму за счет слога, ритма, в поэзии это непозволительно. Поэтому я пишу стихи. Если найдется мастер, который сможет переложить стихи на мелодию, на музыку, я, конечно, буду очень рад. Естественно, я буду очень рад, просто судя по тому, что сегодня происходит, мастеров-то раз-два да и обчелся. Да, вообще проблема с текстами для песен, поэтому будем надеяться, что кто-то найдется, кто сознанием дела споет стихи, которые ты пишешь. А то, что их поют в Алагире, это народное признание, уже никуда не денешься. Что тебя как гражданина, как остина беспокоит в судьбе Осетии и что тебя здесь радует? Я наоборот поверну ответ, да, вот что радует больше. Меня очень сильно радует, что
народ Осетии, многонациональнейший народ Осетии, они такие талантливые все, они такие вот удивительно мягкие. Вот люди танец. Люди танец. Причем все народности, которые живут в Осетии. Вот это вот какой-то танец, это символ настоящий. Но меня беспокоит то, что жизнь вот этого народа, я сейчас выражусь, наверное, одним словом. Как же лучше сказать-то? Взаимопонимание. Взаимопонимание в верхах. То есть народ готов понимать друг друга, но вот в верхах, я всегда говорю, когда если хороший, плохой человек, то есть плохой, в принципе, не попадет туда никогда, но хвалить я тоже не буду никого. Но хороший или плохой, раз есть кто-то, кто ведет народ за собой, надо встать рядом с ним всем. И не драться там наверху за власть, а встать рядом с тем, кто у власти первым, у трона. Кто-то должен посоветовать, да, кто-то должен советовать, слепо идти тоже нельзя куда-то, да, то есть это должно происходить, но борьбы и драк там не должно быть, потому что народ тоже на разные лагеря рассыпается. Кто-то ближе ему, кто-то считает, что этот прав, тот. Вот это вот взаимопонимания нет в верхах, вот что меня убивает, вот эта трагедия наша. Если бы они там друг друга поняли, и мы бы всем народом встали и сказали бы, мы с вами. Цены бы нам не было. Там наверху должна быть команда тоже. Да. Да, правильно. Ну, уже близко к этому вопросу мы подошли. Каково твое жизненное кредо? Кредо – это девиз, да? Ну да. Живи достойно, умри никогда. Очень достойно. Как ты понимаешь чувство патриотизма? Все кружится вокруг Осетии и вокруг России. Патриотизм. Вокруг Советского Союза – это моя родина. Очень глубоко вот эта боль сидит во мне, то, что происходит в Советском Союзе бывшем. Очень глубоко. Я надеюсь, что мы как-то сорганизуемся и соберемся обратно все. И пусть нас станет больше, но чтобы меньше не было. Патриотизм – это любовь к родине. Патриотизм – это готовность пожертвовать собой ради своей родины. Патриотизм – это мама. Патриотизм – это наши дети. Это земля Осетии, это земля России, это земля Таджикистана. Нашего. Нашего, да. Вот патриотизм – это готовность встать там, где два твоих брата, и встать между ними, не дать им убить себя, лучше пострадать самому. Вот патриотизм. Я его принимаю так. Я готов говорить на эту тему сутками, но, наверное, как-то вот ограничусь двумя словами. Да. Ну, все во всяком случае понятно. Кто из поэтов тебе особенно близок? Такой приятный вопрос. Особенно близок из поэтов. То есть мы, наверное, будем говорить о знаменитых поэтах, потому что мой папа был поэтом, он был самым близким мне, да, поэт. Мы будем говорить о знаменитых поэтах. В Осетии для меня ближе всего, конечно, человек истрадавшийся, человек с удивительно яркой и в то же время страшной судьбой наш Косталь Иванович Хитагуров. Конечно, я люблю Нигера. Я обожаю Шараби Чихоева, которого незаслуженно забыли. Многие даже не слышали о нем. Они настолько мне близки, они вот буква в букву. Ничего добавить, ничего выбросить, ничего добавить. То есть все сказано одним словом, одним предложением. Это вот люди, которые так писали. Выходя за рамки Северной Осетии, конечно, я назову Есенина, я назову Пушкина. Я готов назвать, в принципе, многих. Выходя за границы России, я бы назвал Шекспира. Первого я бы назвал Петрарку.
потом Шекспир. Я могу назвать множество поэтов, которые мне нравятся, но близки ли они мне? Я думаю, все-таки это Коста. Самый близкий Шарабич и Хлоев. Вот. К своему стыду я о нем ничего не слышала. Так, сейчас буду восполнять да, этот так пробел. получилось, что его, к сожалению, не выпускают почему-то издательства наши. То есть люди, которых пропиарили, есть люди, которые достойны, то есть они достойны, их пропиарило на государственном уровне, государство их пропиарило. Есть люди, которых уважал весь Кавказ, но о них никто не знает. Удивительно. Ну, будем надеяться, что это можно будет исправить. О, стоп, подожди. Я все-таки прочитаю, наверное, вот стихотворение. Я прочитаю 2 стихотворения, а потом придет стихобраз. Стихотворение называется «Ты не поэт». Это к вопросу о графоманах, вот мы говорили. Лжепоэтов. Да, то есть лжепоэтах. Или же начинающих, которые пока ищут показаться. Вот я тоже красавчик, да? Какой же ты поэт, дружок, не зная слова Божьего? Про сахар пишешь, пирожок, в пустое из порожнего. Ты думаешь, что написать красиво – это важно? Ты должен жить и полыхать отважнее отважного. Ты должен жизнь любить, как Бог, понять в беду попавшего. Твой успокоить должен слуг врага и потерявшего. Несправедливость – ты молчишь. Кого-то бьют, ты спрятался. Какой же ты поэт? Ты мышь, хоть ты и напечатался. И если в сердце боли нет за свой народ и родину, прости, дружок, ты не поэт, а жалкая пародия. Хочется зааплодировать, и можно сказать несколько вопросов, которые я до этого тебе задавала. Вот все ответы шикарные вот здесь в стихотворной форме. Да, и я прочитаю вот насчет патриотизма, у нас вопрос был. Патриотизм, то есть та родина, где я родился, родина моя, да, у меня есть родина, я в Осетии, я осетин, я живу в Осетии, у меня есть родина Россия, я живу в России, но весь мир моя родина, я живу в мире. И вот тут бывший Советский Союз, вот все-таки меня это, я бы хотел, чтобы это все вернулось. Верный государству и отчизне я трудился, не жалея силы, не жалея времени и жизни ради нашей родины, любимой. Старый стал, ни силы нет, ни мощи. Все стране своей отдал до капли, плащ из ветра до костей заносим. Дождь глотает сапоги и шляпу. Шли на небо, а свалились в бездну, где под нами с жадными глазами пасть свою чудовище разверзло, поглощая все, что мы создали. Мне не надо орденов, медалей. Я прошу за жизнь большую мало. Заглянуть бы на часок издали в ту страну, что нас не предавала. Шикарно. Спасибо. В произведении «Моя Осетия» ты называешь Осетию избранницей неведомого Бога. Если бы удалось с этим Богом встретиться, о чем бы ты его попросил? Разве можно о чем-то просить Бога? Он нам дал руки, ноги, жизнь. Да. Он подарил нам целый зеленый мир. Попросил бы, если бы встретился. В принципе, мы все время в нем, как бы, да, о какой встрече можно еще мечтать. Но попросил бы, да, я бы попросил синего неба над головами наших детей. Я бы попросил вот этого взаимопонимания, подарить его людям. Хотя оно в них есть оно в них, но вот опять-таки же, тут не Бога надо просить, тут надо просить тех, кто сидит чуть выше, чем мы сегодня здесь с тобой. Бога попросить. Я благодарен ему за все, что он дал, за все. Ты бы его поблагодарил и правильно бы сделал. Я лично считаю, что связь поколений должна быть неразрывна. А ты как считаешь, почему нам, осетинам, нужно оглядываться на вчерашний день? Ну, мы часть уже этого вопроса
обговорили, но все-таки вчерашний день. Оглядываться. Нам надо не оглядываться, а вглядываться, наверное, скорее. Чтобы хоть что-то вернуть из того порядочного и доброго, что было у наших предков. Я же говорил, когда проходила женщина, мой папа брал меня за руку, заставлял вставать, и мы становились прямо, женщина гордо проходила возле нас. А сегодняшнее восприятие, о ком разговор о женщине, о чем вы за женщину ссоритесь? А за кого ссориться? Если мы сейчас, мужчины, проявим уважение к женщинам, то эта женщина поднимет нас на такую высоту, всю Осетию, весь мир, что нам о большем желать, в принципе, и мечтать не придется. Просто проявить уважение. Все. Абсолютно правильно. Не зря говорят, что за спиной каждого великого мужчины стояла великая женщина. Так, считаешь ли ты себя альтруистом? Человек мира? Ну, да. Да. Я могу ответить очень нескромно. Нет, конечно, нет. Хотя хотелось бы, да. Дело в том, что внутренний эгоизм человека заложен в нем, но он не позволит ему полностью стать, принадлежать всему миру. Не было таких людей на планете, кроме Иисуса. Ну, может, был еще кто-то, я не знаю. Не был знаком, честно говоря, ни с тем, ни с другим. Но плохая шутка. Но я не знаю такого человека. Я знаю много людей, которые пытаются что-то сделать для всех, но не забывают жить для себя. То есть, если человек сам себе не нужен, ну, если я сегодня не встану на ноги, чем я помогу тебе? Скажи мне. Я был на улице. Я бывал на улице. Я жил очень бедно. Я виноват даже в том, что жившие со мной жили бедно, рядом со мной. Но в тот момент, видимо, почему это происходило? Наверное, эгоизм. Я хотел для всех быть хорошим. Я был для всех хорошим, но самые близкие люди страдали. То есть получается, что я не для всех был хорошим, правильно? Вряд ли я такой человек. У тебя много других очень хороших качеств, поэтому, думаю, без этого качества ты проживешь. Да. А тогда следующий вопрос. Что тебе импонирует в человеке и что может оттолкнуть от него? Я люблю людей с доброй душой. Я люблю людей. Я никогда не смотрю на облик человека. Я сначала смотрю в глаза. Увидев глаза, мне уже вот... Это правда зеркало души. Я люблю людей благородных, честных, открытых. В любых ситуациях говорящих правду. У меня есть такие друзья. И вызывает, сказать, омерзение люди, которые ищут любой повод, чтобы ничего хорошего не сделать, чтобы урвать что-то, украсть. Ненадежность. То есть, когда я не верю человеку, меня это убивает. Очень плохо. Мне бывает плохо, когда я не верю человеку, но он не бывает мне противен. Нет людей, которые мне противны, но мне бывает плохо, что такой человек, вот он никак не хочет исправиться. Как-то вот так. Ясно. Так, ты разговариваешь в совершенстве, как я поняла, и на остинском, и на русском языках. А думаешь ты на каком языке? Ты не первый задаешь этот вопрос. Думаю я образами. Я не могу представить, как можно... Стоит человек, который не владеет остинским языком. А ты хочешь ему перевести что-то с русского языка, а с осетинского на русский хочешь перевести. И вот мы с тобой сейчас вдвоем сидим, просто вот задумайся, ты разве думаешь словами?
Неужели всплывают слова, всплывают, идут предложения, ты их там переводишь, и идут другие слова, предложения всплывают, и только тогда ты ведешь? Нет, мы, наверное, скорее всего, все думаем образами. Ну, опять-таки же уровень развития. Эмоционального, чувствительного, уровень развития, ментального. И вот я не представляю, как можно думать словами. То есть образа. Дерево на английском языке тоже дерево, да? Образ дерева тот же самый. На эфиопском тоже. Да. То есть, если я буду говорить о Залине, говорить кто-то, я услышу Залина Захоева, естественно, у меня всплывет твой образ. У меня же не будет там буквами написано Залина Захоева, да? То есть, я думаю образами, а по-другому, наверное, не понимаю, как можно по-другому. Ну, это, наверное, правильно, хотя я никогда об этом не думала, но ты сейчас объяснил очень вразумительно. Образ. Наверняка это у всех так, у Образ большинства. мгновения. Человек, конечно, с заторможенным мышлением, с одной извилиной в голове, в мозгу, естественно, по этой извилине будет идти слово, может быть. Но там миллионы операций, невозможно столько слов сразу. Образа. Мгновенно возникают образа, и человек как-то, наверное, так разговаривает. Вот такой интересный вопрос. В книгах у тебя отмечено не только год создания произведения, но и час, вплоть до минут. Да. Откуда это? С чем это связано? А кто-то еще говорил, что в мировой поэзии такого не было. Дело в том, что я иногда пишу по несколько стихотворений в день. И получается, что бывали моменты, когда 10 стихотворений в день я писал в промежутках между работой, там вот на разные темы. И если в час ты пишешь 3 стихотворения, потом же интересно, что ты раньше написал, да? Я вот как-то по минутам. Простая причина. То есть это не старание выделиться, там, не какая-то гордыня. Просто вот для себя как-то. А потом уже решил оставить все в книге. Ну, правильно, для себя хронология какая-то. Наверняка это тебе самому очень интересно. Ну да, интересно потом бывает как. Аслан, твоя заветная мечта? Заветная мечта. Ну, в принципе, я как бы уже ее озвучил, когда вопрос был о Боге. Но личная мечта, да, у меня есть личная мечта. Я бы хотел домик где-то возле речки, не очень далеко от людей, но и не так, что вот как прилипают сегодня заборы друг к другу, не так. Я хотел, чтобы там из домика, из печки вился дымок, чтобы мои детки игрались под окнами, чтобы в этом доме было мое счастье, которое будет счастливо. Нормальное человеческое счастье и мечта. А как ты думаешь... Да, у нас очень красивые чашечки. Супер, надо попросить пару штук. Как ты думаешь, Аслан, в чем секрет твоего успеха? Успех ли это всего лишь ступенька к успеху? Но на самом деле я считаю, дерево, которого не видно, с него нельзя сорвать плоды, нельзя их съесть. Успех. Наверное, я сделал сначала так, что меня стало видно, меня увидели, а теперь я даю плоды. Ну и слава Богу. Чем объясняется многогранность твоего творчества? Откуда такой полет мысли? Очень интересный вопрос. Но все к тому же успеху. Значит, полет мысли. Ну, я люблю фантастику. Я с детства читаю фантастику, я увлечен фантастикой. Я очень наблюдательный человек, я смотрю на людей, я изучаю их. Я не прохожу мимо дерева, к которому я уже привык, каждый день его вижу. И люди привыкли, уже не смотрят, я каждый день смотрю, как оно меняется. Я привык читать фантастику. Такие писатели, как Майкл Мурков, Тимоти Зан, Александр Беляев, Александр Казанцев, я могу перечислять их целые сутки, они раскрыли створки моей черепной коробки навстречу космосу. То есть фантастика дает возможность побывать в других измерениях, на других планетах, в таких глубинах космоса, как незнакомых мне невидимых океанов, неведомых,
что человек становится другим, он эмоциональный, намного более живой, не развитый, живой, намного более живой, восприимчивый. Он может мыслить другими категориями, этот человек. Конечно, я читаю классику, конечно, само собой, но прочитать «Война и мир» – это жизненная школа, это жизнь, то есть это очень нужно. Но фантастика, она же будоражит воображение. И прочитать, допустим, «Преступление и наказание». Я должен это сказать сейчас. «Война и мир» – классика. «Преступление и наказание». Раскольников убивает бабушку. И красной нитью по всему толстенному произведению идет мысль. Зачем я убил бабушку? Что, дети не знают, что бабушек нельзя убивать? Зачем им это читать в школе? Это нужно читать в моем возрасте. Мне это интересно, это психологическая книга. Зачем детям читать? Что они вынесут? То есть школьная программа сама. Полет мысли, вот откуда, фантастика. То есть я советую всем читать больше фантастику, нежели вот классику прочитать надо. Стоящие произведения, стоящие, такие как «Мастер и Маргарита». Сумасшедшие произведения, просто сумасшедшие произведения. Но в то же время Морфи читать я не советую, тот же Булгаков. Страшная глупость наркоманская. То есть классика классики рознь, да? А фантастика, она всегда развивает мозг. Всегда. То есть детям надо читать фантастику. Люди, читающие фантастику, могут двигать вперед все человечество. Фаэтон. Александр Казанцев трилогию написал про фаэтов. Он написал, а в свою очередь ему эту информацию подбросил Жюль Верн. Это было 100 лет назад. 100 лет назад они описали фаэтон, планету, через 100 лет находят планету фаэтон. Как это возможно? Вот движение мысли. Да, многие же... То есть фантастика получается, да, что... То, что мы читали и у Ефремова, потом многие годы спустя мы это увидели уже воочию в жизни. Поэтому все правильно. Аслан, уже мы говорили о том, что великолепные стихи о войне, и ты нам рассказал, откуда такая близость к теме, и будет непростительно, если ты нам не прочтешь стихотворение о войне. Спасибо, Залина. Я подготовил стихотворение, одно из стихотворений, которое более-менее подходит, связь поколений, я же говорю, правда. Называется стихотворение «Праздник Победы 9 мая». У меня недавно умер учитель русского языка Михаил Федорович Парфенов. Для меня это был шок, я не знал, что он умер. Мы приехали в Алагир, и появилось вот это стихотворение буквально за месяц до его смерти. Я хотел ему посвятить, прочитать ему. Ну, таких, как он еще, те, кто остались, оно как бы принадлежит им, это произведение. Не ходят ноги, ослабевший глаз, слоями тает сердце, дряхлый дед. Я раз в году и много в жизни раз встречал слезами праздники побед. Давно в коленях беспрерывной боли, в прошедшее уносит силу дали. С кровати встать мне не хватает воли, все тяжелее ордена мои, медали. Сейчас оденусь, выйду на парад, возможно, плечи ветхие и трость удержат все же праздничный наряд. Костюм тяжелый не сломает кость. Я вспомнил первые парады. Миллионы парней, девчат, детишек, стариков, бутоны роз, державшим оборону, улыбки тех, кто одолел врагов. Уходят той поры герои в лету, и память о войне с собой уносят. Все меньше нас на празднике Победы, и в прошлый раз нас было только 8. Заныл у сердца, холодя осколок, я пошатнулся и упал без сил на старый, как и я, потертый войлок 9. Ну, вот и победил. Правда, очень сильно. Ну, к сожалению, встреча наша подходит к концу. Расскажи о своих планах и
пожелать что-нибудь газете «Терские ведомости». В планах у меня выпустить все мои 7 сборников, включая французов. Вот мои ближайшие планы. Не знаю, кто в них примет участие, честно говоря, пока. Но я хочу поблагодарить еще раз тех, кто помог мне выпустить книгу «Французы». Я хочу поблагодарить моего администратора Злату Федорову за все, что она делает для меня. За ее вот эту беготню, я, в принципе, честно говоря, такого не стою, но я благодарен очень. Я благодарен, еще раз хочу подчеркнуть, Сергей Керменович Такоев, человек, так их тянет назвать, вот ангел света, ангел духовного мира. Вот он человек, который просто взял, вот без слов сделал это. Я хочу поблагодарить тех ветеранов, которые дали нам возможность сегодня жить и творить. Возможность уважать друг друга, помогать друг другу, что-то сделать тоже, продолжить то, что они начали делать. Я хотел поблагодарить своих родителей, которых сегодня нет с нами. Хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в жизни моей страны. Я хочу выразить благодарность Терским ведомостям, в частности Казбеку Таутиеву, тем ребятам, которые здесь работают. Я хочу пожелать им больших достижений, пусть у них будет много читателей, пусть у них будет много подписчиков. Я очень рад, что эти ребята есть на планете. Терских ведомостей как таковых уже не существовало, в принципе. Но вот этот молодой парень берет, откуда-то начинает их вытаскивать и вытащил. Я ему очень благодарен. Очень. Терские ведомости будут северокавказской газеты. И мы все приложим к этому руку обязательно. И правильно. Ну что, мы тебе желаем не просто, чтобы вышли эти 7 книг, а чтобы много-много раз их переиздали. И я думаю, что так и будет. У такого человека, как ты, не может быть по-другому. Бог даст. Всем хороших. Спасибо за это.